Тинчесенмисиз Аланла. В этом видео я хочу обратиться к тем, кто недостаточно хорошо понимает или вообще не понимает аланского диалекта тюркского языка. По сути, это перевод моего прошлого обращения. Там я сказал следующее. У нашей родины, у нашего народа есть сегодня два варианта, два путя, по которым будет все развиваться. В первом варианте российские оккупанты просто мобилизируют всех мужчин, женщин, возможно, пенсионеров, возможно, несовершеннолетних, у кого есть две руки и две ноги, а может даже и инвалидов, для нужд своей имперской захватнической войны в Украину. По сути, все, кто попадет в эту категорию, повторят опыт наших дедов и прадедов, которые попали в это все, а потом их еще и обвинили в предательстве. То есть они, те, кто защищал этот совок, были обвинены этим совком после этого еще и в предательстве. Такая вот вас участь ожидает тех, кто по первому пути пойдет. Я думаю, не секрет, что это государство российское никаких договоров, обязательств никогда ни перед кем не выполняет. Ни одно его слово ничего не стоит. Вот. Особенно если это слово нельзя принудить к исполнению. Да? Если нет за нами, например, такой силы, чтобы это государство выполняло свои обязательства. Поэтому я предлагаю вам второй вариант. Во втором варианте каждый, у кого есть две руки и две ноги, у кого есть капля мозгов, да, начинает бороться за свободу нашей Родины. И делает это хорошо, лучше, чем если бы он был в российском окопе. То есть мотивированно так, как для себя старается. В таком случае я, человек, который в отличие от российского недогосударства способен гарантировать выполнение своих обязательств, могу обещать следующее. Никто не остается в накладе, во-первых. Во-вторых, каждый, кто борется за свободу, он обязательно получит поддержку. Поддержку не только в данный момент, но и после того, как российская недоимперия скончается. Такие вот у меня мысли. Эсен Кюрешейк Аланла.